В Ленске открылся комиссионный магазин. В нем можно купить подержанные вещи в хорошем состоянии за совсем небольшие деньги и сдать те, которые стали малы или со временем потеряли свою необходимость. Создатели же магазина рассказывают о том, как пришла им эта идея, а также о благотворительности и дальнейших планах. Идея открыть комиссионный магазин пришла 3 молодым женщинам, одна из которых многодетная мама. В одиночку каждая боялась, а вот вместе, признаются, не так страшно. Идея пришла месяц назад. Я, в общем, была в другом городе и увидела комиссионных магазинов очень, в большом городе их несколько. И зашла, посмотрела, много все товаров. Я думала, почему у нас такое не открыть. Ну, в общем, приехали мы, подумали и решили, что давайте попробуем. Обговорив все нюансы, девушки начали искать помещение. Повезло. Быстро нашли подходящее. Сняли. Аренда, конечно, как признаются начинающие предприниматели, большая. Но руки не опускают. Уверены, справятся. Приобрели манекены, стеллажи и вешалки. Сами соорудили стойки для вещей. Ну, все своими силами, все стойки, все искали везде, потому что это сейчас вешалки. Проблема была с вешалками. Потому что очень много несут, а вешать вот некуда. Ну, все с этой проблемой решилось, мы все нашли, все придумали, как. Магазин работает всего неделю. Несмотря на труднодоступность, он находится на окраине города, он довольно быстро заполнился. Люди несут все. Одежду мужскую, женскую и детскую, притом некоторые совершенно новые. Обувь, мягкие игрушки, диски, бытовые предметы и многое другое. И все это долго не залеживается на прилавках. Очень много народу и несет, и покупает. Магазин работает, от силы недельки полторы, а очень много уже продажи. Кто-то покупает детские вещи, кто-то приходит в платье. Цены в магазине, можно сказать, смешные. От 50 рублей и до 1000. На каждый товар, что приносят жители, составляется опись, где оговариваются цены. В конце каждой недели производится расчет. И в определенный день мы обзваниваем людей и говорим, вот ваши вещи продались, вы придите, пожалуйста, с квитанцией, получите денежку. Люди приходят, приносят свою квитанцию, и мы по квитанции с ними, вот, допустим, принесли они 10 наименований, а что-то из 10, допустим, 5 продалось. Мы, значит, за 5 с ними производим расчет. Отдаем им денежки, остальное 5 висит. Сегодня девушки планируют поставить в магазине большой короб, в который любой желающий может принести вещи, игрушки, обувь для детей из малообеспеченных и нуждающихся семей. Эти вещи потом будут распределяться между теми, кому они действительно нужны. Еще одна мечта новоиспеченных предпринимателей – в соседнем здании открыть магазин «Сладкоежка» для детей из малообеспеченных семей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.